Когда мы говорим про чей-то успех, то часто бывает, что люди видят середину пути, успешного пути, и начинают сравнивать свое начало пути с этим человеком. Это, я считаю, на сегодняшний день большая ошибка. У каждого человека есть свой путь, свой темп и свои знания. И если бы у меня сейчас спросили бы, что бы я порекомендовала бы, у меня есть 3 конкретных шага. Первое. Никогда не будет идеального времени. Нужно начинать сейчас с тем, что у тебя есть. Второе – это наставничество. Найди себе наставника, человека с большим опытом, который тебе сможет рассказать, подсказать, а может быть поделиться какими-то важными своими идеями, мыслями или личным опытом. И третье – пробовать. Пробовать и не бояться. Потому что любой опыт – это тоже результат. Не сравнивать себя с кем-то, с гениальными достигаторами, потому что ваш путь, он уникален. И в каждом из вас есть именно та ценность и уникальность, и вы являетесь тем самым достижением нашего времени и нашего государства. Но кроме этого, в настоящее время есть еще такие вещи, как большинство или большая часть нашей молодежи хотят быстрых результатов, быстрых достижений. К сожалению, это может быть, на самом деле не так. Один успех – это еще не успех. Это не квантовый скачок, что значит дальше все будет так же хорошо. Поэтому почему еще раз хочется сделать акцент на проекте «Ултык Казына». Здесь мы учим коммуникации, стрессоустойчивости, находить свои сильные стороны, замечать свои слабые стороны и развивать их как зоны роста. Хочется сказать, что в настоящее время есть такое выражение, как тайм-менеджмент. Это не про то, как 100 дел нужно запихнуть в один день. Это как раз для меня про то, как нужно уметь отсеивать нужные, важные дела от менее важных. Замечать, в какие проекты, дела вас могут привлекать, завлекать, а это не ваше направление. И это говорит о том, что уметь отказываться, говорить «стоп», «нет». А также в настоящее время очень много соблазнов. Соблазнов быстрых денег, соблазнов быстрых результатов. И это тоже момент, где мы учимся критическому мышлению, оценивать свои возможности и способности. Поэтому я хотела бы сказать, что благодаря проекту «Ултык Казына» мы даем возможность нашей молодежи получать именно то, о чем я сейчас говорила: поддержку, наставничество, обучение. Еще хотелось бы порекомендовать: читайте литературу. Если я буду вспоминать свое, в мое время не было столько полезной литературы именно по развитию каких-то своих качеств или предпринимательства. В настоящее время это есть, и это тоже будет вас развивать. Если бы у меня сейчас была возможность, или вы попросили бы какого-то совета, я бы, наверное, сказала так, что не сравнивайте себя с кем-то, не оценивайте себя по результатам других людей, потому что вы по-своему уникальны. И вы можете обращать внимание на человека, который находится, допустим, на середине пути своего, а вы его сравниваете, находясь на своем старте. Поэтому это может быть глобальной ошибкой. Верьте в себя. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше найдите человека, с кем вы можете об этом поговорить, а не просто переживать, тревожиться, находить в себе какие-то минусы и останавливать себя на полпути. Поэтому я предлагаю вам в первую очередь верить в себя.